Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что вас удивит, что вас порадует? Вы можете загадать свой срок, а можете довериться судьбе. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, так и спросите, что меня удивит, а что меня порадует. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вас удивит и что же вас порадует. Так, мои дорогие, начнем. Начнем мы с очень необычных знаков. Здесь у вас два дельфина. С одной стороны дельфин и со второй стороны дельфин. Кто смотрит мои цыпочки, тот знает, что дельфин – прекрасный знак. Дельфин говорит о романтике, о романтичных отношениях, о любви, о нежности, о признании, о, не знаю, стихах, серенадах и прочем. Вот у вас идет момент ухаживания. Я вижу, что вы будете ждать ухаживания от одного человека, но получите еще и бонус. И еще один человек тоже будет за вами ухаживать, тоже будет на вас посматривать, и вы будете кого-то искушать. То есть сразу два абсолютно разных человека будут проявлять к вам свое внимание и, как говорится, будут запускать своих дельфинов в вашу сторону. Мои дорогие, почему это все вас удивит? Да потому что, понимаете, вы горите вот таким ясным светом на любовь, на чувства, на отношения. И другие мужчины, вообще, в принципе, окружающие вас люди, они это видят, они видят блеск в ваших глазах, они видят, насколько хорошо вы стали реагировать на противоположный пол, что вы открыты, что вы улыбаетесь, что вы, я не знаю, помолодели, повеселели, посветлели. И это и есть вот тот магнит для мужчин и для отношений. Вот у вас сразу несколько мужчин прям в активной стадии ухаживания за вами. Неважно, сколько вам лет. Вам может быть и 18, и может быть 78, да? Неважно. Я вижу, что вы зажигалка, что вы магнитик, который, извините, замагничивает всех мужчин в округе, да, в радиусе, да, в определенном несколько сотен километров. Так что, мои милые, понимаете, что у вас вот прям, идет весна в вашу жизнь. Несмотря на то, что мы движемся к осени, у вас идет весна. Весна, весеннее настроение, весеннее ощущение себя и окружающих. Знаете, вас очень удивит тому, что вы привлекательная, тому, что, оказывается, на самом деле вы красавица, вы умница и вы умеете привлечь мужчину. Вас очень приятно удивит то, что вы очень интересная женщина и очень многим нравитесь. Так, еще, кроме ухаживания, я вижу здесь, с одной стороны у нас уточка, с другой стороны у нас петушок. Скотный двор, да. Уточка, конечно, про деньги. Уточка, конечно, про удовольствие от получения денег и от, скажем так, удовольствия от инвестирования этих средств. Петушок же нам говорит о том, что еще какая-то возможность, еще какое-то дело у вас уже на пороге. То есть вы получите весточку, либо у вас глаз загорится на какое-то дело, либо на какую-то возможность, где вы сможете еще дополнительно заработать. У вас, кроме всего прочего, идет чаша. Чаша ваша полная, и чаша ваша, она, знаете, вот она большая чаша, да, и здесь у вас еще такая маленькая приклеилась. Мои дорогие, тут еще кто-то будет вкладываться в вас, в вашу совместную жизнь, в ваш дом, в ваш бюджет. То есть, понимаете, еще один человек начнет вкладываться. И вас это, конечно же, приятно удивит и, конечно же, порадует. Я не вижу, чтобы вы чего-то были лишены, либо в чем-то нуждались. Наоборот, у вас идет ситуация такая, что вы еще не успели подумать о том, что вам что-то нужно, либо хотелось, и раз по воле судьбы вы это получаете, либо кто-то вам приносит, либо кто-то дает, да, вот как-то
к вам, вот столкнетесь с тем, что к вам идут ресурсы и благости всякие. Вас это, конечно же, удивит, а я вам скажу, почему так будет происходить. Да потому что вы человек, который заслужил. Потому что я вижу, что многие люди вас любят, уважают, обожают. И это не только мужчины, это и женщины, которые помоложе и постарше. Вы знаете, вы очень интересный человек, и людям интересно с вами. Они к вам тянутся, им хочется с вами общаться, говорить с вами, помогать вам, быть с вами рядом. Просто вот, не знаю, прикоснуться к вам, что ли. Вы очень интересны, вы чем-то занимаетесь таким интересным, что привлекает это других. Может, многие хотели бы у вас обучиться, либо быть, скажем так, вашим другом, да, потому что вы очень интересный собеседник. И вот смотрите, очень много людей, которые идут к вам и что-то вам дают, что-то вам несут. Тут еще момент такой, я не совсем понимаю, кто вы и чем вы занимаетесь. Здесь почему-то вот идут люди с какими-то подарками, с цветами и с благодарностями к вам. То есть, может быть, вы учитель, да, и вы получаете там на день учителя какие-то вот преференции и знаки внимания. Может быть, вы знаменитый доктор, который очень многих людей вылечил, и у вас, например, годовщина какая-то, либо день рождения, к вам идут с цветами, со словами благодарности. Либо вы человек, который, не знаю, занимается, может быть, эзотерикой, да, и вы очень многим помогаете, и люди идут к вам с благодарностью. То есть я вижу, что вас здесь благодарят. А вы глубоко скромный человек. Это я тоже вижу. Вы не желаете быть публичным человеком. Вот вы сидите вот в своем домике, да, вы довольны тем, что ваша жизнь, она сложилась так или иначе, что вы можете влиять на свою жизнь и подстраивать ее под себя. Вы довольны тем, что вы не должны никому кланяться, да, ни перед кем сгибаться, что вы независимы. И все-таки, да, может быть, жизнь не самая легкая и не самая простая жизнь, но при этом она ваша, и вы ни о чем не жалеете. И если бы была возможность, как будто бы вы говорите, я бы еще раз в своей жизни все сделала так или иначе, да, то есть вы горды тем, что происходит в вашей жизни. Еще момент радости у вас придет от человека, которого вы очень долго ждали. Человек, которого вы ждали, либо на него надеялись. Понимаете, это может быть человек, который когда-то обещал вернуться, и наконец-таки он вернется. Либо человек, который по странным причинам, либо обстоятельствам исчез из вашей жизни, а вы все ждали и ждали. Человек возвращается. Я не вижу тут расспросов, где был, что делал, чем занимался. Я вижу здесь слезы радости, я вижу здесь большое счастье. И прям по веточке клевера будете очень довольны тем, что этот человек вернулся. Мои дорогие, здесь какие-то объятия, может быть, людей, которые не виделись очень давно, либо считали, что они потеряны, либо считали, что уже невозможна какая-то связь, либо встреча, либо продолжение, чего бы то ни было. Но при этом все сложится самым лучшим образом для вас. Дальше я вижу у вас человека на пороге, человек с очень благими вестями. И человек этот похож на ангела, либо его ангел ваш приведет. Вот смотрите, ангел, видите, стоит с крылышками, такой красивый. У этого ангела в руках будет послание, либо письмо, либо, может быть, даже посылочка какая-то. Вот эта посылка, либо это письмо очень сильно, круто может поменять вашу жизнь в плане вашей реализации, в плане ваших желаний и в плане вашего продвижения вперед. То есть, если вы ожидаете каких-то приглашений, каких-то, может быть, там билетов, одобрений, то вы это получите. Причем получите, придет почтальон, а вы посчитаете, что это просто ангел, да, ангел, который вам принес благую весть. Вот так даже сложится ситуация. Мои милые, здесь песок, он очень теплый, очень нежный, и этот песок мне говорит о том, что здесь будут восстановлены, действительно какие-то любовные отношения. Именно восстановленные. Это не про новые, а про восстановленные. Вот знаете, как будто бы сидит женщина и загадывает на любовь, на отношения, и говорит, я хочу отношений, я хочу любви, я хочу себе партнера.
И в вашу жизнь придет человек, но знакомый, вы этого человека знаете. Может быть, это ваша какая-то давнишняя юношеская любовь. Может быть, это ваш, ну, я не знаю, там, сокурсник, одноклассник, коллега. Человек, который, например, был не свободен. Либо когда вы были свободны, он был занят, либо потом наоборот, вы были заняты, он был свободен. И вот я вижу, что через время, да, вот у вас с ним встреча, причем как бы вы не ожидаете друг от друга чувств, эмоций, да, вот вы встречаетесь просто как друзья и понимаете, что вы друг другу нравитесь, и между вами прям вспыхнет такой прям роман, очень яркий, очень страстный, очень жаркий, и здесь все-таки про любовь пойдет тема, когда два совершенно разных человека в разных условиях, в разных ситуациях друг к другу повернутся для того, чтобы создать семью, создать отношения очень теплые, да, свить свое какое-то маленькое теплое гнездышко. Вот у вас какой-то одинаковый взгляд на жизнь и на ваше будущее. Я у вас вижу именно гнездышко, вот как хотите, может быть, дословно будет гнездышко. У вас настолько уютный будет мир ваш вдвоем. Вы прям с этим человеком, знаете, даже вот может быть такой момент, что вы очень долго стремились к этому человеку, но между вами всегда какие-то барьеры были, преграды, и что-то вас не пускало. То есть преграды с вашей стороны могли быть, преграды могли быть и с стороны мужчины. Но тем не менее, я вижу, что у вас наконец-таки по воле судьбы, да, то вас отбрасывало по разные стороны жизни, да, то вас вот раз и свело. Мало того, здесь дело идет именно к браку законному. Неважно, сколько вам лет, неважно, кто вы, неважно, что между вами, расстояние ли, люди, кто между вами, кто мешал вам. Я вижу, что здесь будет заключен брак. Причем как-то очень быстро, либо как-то странно, да, может быть даже какой-то заочный брак, если это возможно, по доверенности, либо, ну, как-то, знаете, вот как-то вот может быть в посольстве, или вот как-то какой-то странный брак. Вот я не могу понять, в чем тут фишка, но то, что это будет очень необычно, то, что это будет как-то вот романтично, это я вижу. И вы почувствуете себя просто героиней какого-то любовного романа, либо какого-то сериала про любовь. Я вижу счастье, я вижу улыбки. Вокруг вас есть люди, которые действительно искренне рады. Может быть, это не самые близкие, либо, может быть, это немножечко там незнакомые люди. Но все, кто будет знать о том, что ваша жизнь меняется, о том, что вы, например, создаете семью, либо, например, вы уезжаете к будущему мужу, все будут за вас рады, искренне будут рады, и это замечательно. Так, единственное, что меня тут смущает, это женщина из вашего прошлого. И я не знаю, она вам враг, либо она вам соперница, либо она вам недоброжелательница. Эта женщина, она очень долго в сторону вас косилась, может быть, даже косни какие-то вам строила, может быть, вы спорили и, может, даже дрались. Прошло очень много времени с момента последних ваших каких-то стычек. Вы уже, может быть, даже про нее забыли, но она про вас не забывала. Вот я вижу, эта женщина, она себя покажет, причем покажет с какой-то странной стороны. Она придет и скажет, что я хочу помириться, я хочу, чтобы все недоговоренности между нами ушли. Я была не права, ну и ты тоже где-то переборщила, да? То есть я вижу, что вы с этой женщиной будете говорить, разговор будет нелегкий, это точно, но вы сойдетесь на том, что вы обе хороши. Знаете, потом будете вспоминать какие-то курьезные случаи, даже будете смеяться. Вы не станете подругами, нет, это не про это. Это про то, что вы найдете в своем сердце возможность смягчиться к этой женщине, и также она сделает. Вы друг друга примете, и вы друг друга простите. Знаете, вы как будто бы с этой женщиной очень заклятые подруги, да, то есть вы непримиримые враги были в чем-то. Может быть, это была ваша конкурентка, может быть, это была мама вашего бывшего, да, то есть женщина, которая, на вас негативила. И в ту же сторону и вы негативили, потому что, считали, что, как так, да, за что, почему, несправедливо. Может быть, вы делили, да, одного мужчину на двоих. Я вижу, что здесь будет примирение. И знаете, тут ситуация кармическая.
То есть, когда вы с ней помиритесь, вы прям выдохнете, вы поймете, что так легко вам стало, так хорошо стало, и что вы к ней ничего плохого не чувствуете. Хотя здесь, ну, там прям трэш какой-то мог между вами быть. Знаете, она ваш кармический враг. В прошлой жизни вы очень любили друг друга. Возможно, вы были сестрами, возможно, вы были мама и дочь. А в этой жизни ваши души выбрали эту позицию, да, как вражда, чтобы прокачать именно умение прощать. Ведь простить любимого человека гораздо проще, чем того, кого ты ненавидишь. То есть вы как будто бы вспомните даже, может быть, какие-то кусочки, вот почувствуйте теплоту к этой женщине, и она почувствует то же самое. Очень странный будет разговор и очень странные ощущения. Вы знаете, вы какой-то кармический свой долг, да, какую-то кармическую задачу вы просто закроете. А вас очень удивит, насколько вы можете ощущать эфирный мир и насколько мир непредсказуем и загадочен. Вот. Мои милые, песок очень философский вышел, но я вижу у вас очень хорошие события, и я вижу, что вы действительно будете радоваться каждому дню и каждой новости, каждому слову, каждому событию, которое будет происходить в вашей жизни. Это время созидания, это время теплоты и время, когда вы не чувствуете себя одиноким человеком. Наоборот, вы чувствуете себя человеком востребованным, человек, который добился очень какого-то высокого статуса, положения. По крайней мере, вы так себя ощущаете. И это самое главное. Я вижу перед собой человека счастливого. И вас будет удивлять, что я была так близко к этому счастью, да, к этому пониманию, но никак не могла осилить этот момент. И вот эти простые истины, которые делают меня сейчас безумно счастливой и заставляют меня каждую минуту улыбаться, они ведь все лежали на поверхности. И так просто было это все применить, все использовать, да, и почему так все случилось в моей жизни? Но вы не будете жалеть. Вот прямо говорю, не будете. То есть вот этот момент счастья, он того стоит. Он стоит всех ваших мук и переживаний прошлого. Мои дорогие, принимайте, будьте счастливы, и пусть все сложится у вас самым лучшим образом. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.